Сегодня в Сыктывкаре стартовал очный этап конкурса «Доброволец Республики Коми». Лучшие волонтеры региона решили рассказать о добрых делах, которыми могут гордиться. С конца августа организаторы выбирали самые достойные анкеты участников. Из 35 заявок до очного этапа дошли 9 волонтеров и 8 добровольческих объединений из Воркуты, Сыктывкара, Печоры, Усинской и сельских районов. Таисия Шляхтина о тех, кто творит добро. Нелегкий путь. Еще чуть-чуть, и догорят войны, пожары. Песни, рассказы, презентации. Представить свой волонтерский проект ребята хотят креативно. Для экспертов же главное понять, что конкретно удалось сделать за время существования волонтерского движения. Организация «Лети лепесток» из Воркуты – пример показательный. С 2012 года на счету добровольцев сотни мероприятий и акций. Современные тимуровцы помогают инвалидам и ветеранам, проводят уроки мужества для школьников. С горящими глазами участники рассказывают о поездке на Северный Ледовитый океан. Группа волонтеров очистила побережье от бытового мусора, который сбрасывают с кораблей. Начинали волонтеры в Воркуте скромно, желающих помогать были единицы. А сейчас в каждом учебном заведении найдется около 10 добровольцев. Наше объединение появилось на базе Горно-экономического колледжа. Это было человек 20 из одной группы. Сейчас нам пишут ученики других школ, которые услышали о нас ВКонтакте или в интернете где-то и просятся к нам: пожалуйста, возьмите нас на акцию, давайте волонтерить, давайте что-нибудь делать. В Усинске конкуренция серьезнее. Только на конкурс оттуда приехали 3 волонтерские группы. Поэтому ребята выбирают для себя определенную нишу и стараются работать в одном направлении. Объединение «В кругу друзей» занимается с детьми из детских домов. Цели, которые мы стараемся достичь, это научить ребят работать в команде, провести все различные мероприятия, пропагандируем здоровый образ жизни, хотим, чтобы ребята ощущали себя полноценными членами общества. Их очень много, и стараемся идти строго к этим критериям. Не обошлось в этот раз и без приглашенного эксперта, одного из главных волонтеров страны. Владимир Хромов, директор Союза волонтерских организаций и движений, в Сыктывкар приехал, чтобы передать многолетний опыт молодым активистам. Признает, в нынешней экономической ситуации быть волонтером особенно непросто. Даже в Москве объединений, которые работают уже давно и прочно, не больше 2 десятков. Это зависит полностью от организации, от того, как структурирован и выстроен процесс работы с этими людьми. Понятно, что это если аудитория студентов, то они 5 лет в чем-то активно участвуют, потом они уходят во взрослую жизнь, начинают работать. Но очень важно, чтобы у них остался правильный ценностный некий такой блок, что они помогали не из-за каких-то материальных благ, не из-за маечек, ручек, баллов ЕГЭ, каких-то бонусов, хотя это все тоже хорошо, да? А чтобы они помогали, потому что есть некая направленность на добро. Официальная статистика в Коми насчитывает около 12 тысяч волонтеров. Однако цифры – вещь лукавая. Людей, которые по-настоящему болеют добровольческим движением, не больше 1000. Поэтому в агентстве Коми по делам молодежи добрые дела как могут стараются поощрять. А в списке трудоустроенных волонтеры всегда первые. Хорошая практика, и мы ее применили, это выявление активных волонтеров и их трудоустройство, в том числе и по профилю. Я рекомендую всем муниципалитетам принимать на работу и в отделы по делам молодежи, и в другие ведомства активных волонтеров, потому что они не просто энергично работают в сфере добровольства, они как работники всегда эффективны. Главная задача конкурса – показать уровень волонтерства в регионе. Добровольцы республики – это региональный этап всероссийского конкурса. Победители в ноябре отправятся на 2-й форум в Москву. Таисия Шляхтина, Олег Жуковский, телеканал Юрган, Сыктывкар.